Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы – российский политик, депутат Государственной Думы 5-го созыва, депутат Государственного собрания Нил Тумен Михаил Эверстов. Михаил Ильич, здравствуйте. Добрый день. Завершается 2020 год. Какой он был для вас и что лично вы бы могли отметить в году уходящем? К сожалению, год не только лично для меня, наверное, для всего мира, людей. Эта пандемия внесла очень много поправок в свою деятельность, в свою жизнь. И поэтому я считаю, что год был очень сложный, можно даже сказать архисложный. А лично для меня, конечно, в связи с тем, что я депутат парламента от северных улусов нашей республики, очень больших улусов, просторных, куда надо было в течение года ездить, встречаться с избирателями, которого у меня, к сожалению, не получилось. Накануне глава республики Айсен Николаев выступил со своим посланием. Какие важные моменты, на ваш взгляд, там были озвучены? Ну и в целом о послании, ваше мнение. Послание Илдархана собранию нашего парламента я оставлю оценку, если это можно, конечно, хорошую. Он, как глава республики, этот год работал очень продуктивно. Ну а как депутату от северных улусов, от Верхоянского улуса, от Кобяйского улуса, думаю, действия ихнего депутата, то есть меня, который имел свою программу, насыщенную, большую программу, и мою программу Илдархан нашей республики Айсен Сергеевич всецело поддержал. Я считаю, что жители моих улусов Верхоянского и Кобяйского, я сам лично оцениваю работу Айсена Сергеевича положительно. В поселке Сангар была торжественно запущена волоконно-оптическая линия связи «Кобяйский экспресс». Есть ли у вас какая-то обратная связь с жителями? Насколько это повлияло на их жизнь? Стало ли немножечко проще? То, что я до этого сказал, что я как депутат имею свою программу для развития наших улусов. Особенно моя программа по Кобяйскому улусу касалась интернета, нового интернета. И я очень рад, что в прошлом году, в 2019 году, 16 апреля, как раз день моего рождения, моя программа была исполнена. Скоростной интернет в поселке Сангары мы провели, а сегодня мы почти во всех населенных пунктах Кобяйского улуса провели быстрый интернет. Вы все понимаете, какая польза от интернета. Наши жители наших улусов, особенно северных улусов, несколько лет назад, буквально мы говорим как вчера, вообще не имели никакой связи, быстрой связи через интернет. Телефоны как-то работали. Очень большая беда всех жителей северных улусов состоялась в том, что, как мы говорим, мы платили и за интернет, и за 3G или еще что-то. Но на самом деле у нас интернета не было. Люди сильно возмущались. Я сам как депутат тоже выходил и на Билайн, и на Мегафон, и на МТС. Когда вы проведете? Но, как говорится, это дело архисложное. Но я очень рад, что я свою программу, которую я дал жителям моих улусов, я выполнил. Недавно была торжественно открыта дорога Кобяй, которую строили целых 30 лет. Скажите, насколько это повлияет или, может быть, уже повлияло на социально-экономическую ситуацию в районе? Ну, мы эту дорогу прозвали «Дорога жизни». С села Кобяй до города Якутска эту дорогу начали строить буквально по метру, по километру в год. Мы от села Кобяй до села Бескёль должны были построить круглогодичную дорогу протяженностью 120 километров. И вот когда я и мои близкие люди, в
том числе, как мы говорим, люди сильно заинтересованные, это водители, это наши дальнобойщики. Мы в год строили 1 километр. И вот мы посчитали, что мы эту дорогу, наверное, такими темпами сможем построить за 120 лет. И вот я как кандидат депутата парламента Ил-Тюмень нашей республики, имея свою программу построить дорогу до города Якутска круглогодичную, 2 года назад обратился к жителям моего улуса, Кобейского улуса, жителям села Кобей. Были, конечно, скептики, что слишком много денег надо найти, вклад очень большой, огромный. Как всегда, будут большие противники, потому что дорога нужна не только Кобейскому улусу, а всем жителям Республики Саха-Якутия. И я очень сильно рад сегодня, что мы эту дорогу жизни сегодня построили. А мы знаем, что дорога есть, значит, есть развитие. Люди смогут сейчас ездить по этой дороге до города Якутска, люди сейчас могут заниматься предпринимательством, молодые люди будут учиться в городе Якутске. Я считаю, что мы сегодня ощущаем счастье, что у нас появилась дорога. Давайте поговорим немного об экологии. Эндебал. Много было экологических проверок. Жители жаловались на загрязнение водных объектов. Какая ситуация там сейчас и какие прогнозы на ближайшее время? Когда я 2 года назад баллотировался в парламент нашей республики, я посетил село Себенкель, жители которого находятся недалеко от места, где проводится работа, строится ГОК. И были сильно озабочены, что наши реки, северные реки, горные реки, предприятия может, как мы говорим, экологически испортит, нарушится наша связь с нашей природой, потому что в этом селе Себенкель, проживают эвены, оленеводы. Я им обещал, что если я стану депутатом парламента, обязательно мы этот вопрос будем решать с руководством компании «Прогноз». И первое время, да, у нас были сложности, потому что, к сожалению, федеральный закон, через который работает данная компания «Прогноз», не всегда стоит на страже, скажем, депутата парламента Якутии, который имеет прямые вопросы, допустим, допуска в их работу, в их разработку. И нам это, как говорится, по федеральному закону не только там не разрешается, а не приветствуется. Есть надзорные органы, именно федеральные, которые могут проводить проверку, инструментальные проверки и другие проверки. Но я все-таки хочу обратиться к жителям села Себенкель, что сегодня ситуация намного улучшилась. Мы с руководством компании «Прогноз» нашли общий язык. Мы подписали с ними соглашение. Глава Кобейского улуса Левин Иван Иванович сегодня несколько раз в эти дни встречался с руководством компании «Прогноз». Я сам тоже вчера буквально разговаривал с Анной Александровной, исполнительным директором. Женщина адекватная, она местная, и мы общий язык находим. Поэтому я уверен, что компания всегда будет работать, действовать именно в интересах жителей Кобейского улуса. Ну и продолжая тему экологии, непрекращающийся подземный пожар на ликвидированной шахте Сангарская. Как, на ваш взгляд, эту проблему можно решить? Что нужно сделать? Эта беда у нас продолжается очень долго, потому что, к сожалению, великая наша шахта, первая шахта, которая добывает уголь в республике Саха-Якутия, которая начала добывать уголь
Республика Саха-Якутия, в 90-х годах закрыта. Произошел пожар, шахту закрыли, шахтеры, кто уехал домой обратно на Украину, кто остался. Но до сегодняшнего дня полностью ликвидировать пожар мы никак не можем. Я лично этим вопросом занимался, несколько раз встречался с специалистами в Москве. Приезжали группы, специалисты, которые имеют возможности, имеют знания тушения подземных пожаров. В первое время, когда начала работать вот такая комиссия, проводились работы по тушению пожара, какие-то подвижки были, что мы надеялись, что в скором времени пожар полностью будет потушен. Все шло к этому, но, как говорится, природа, она и есть природа, имеет свои тайны, свои секреты. Через какое-то время у нас пожары внутри горы, вот эта гора там, гора Сангара, внутри горы начинается вновь и вновь. Но я очень сильно надеюсь, что мы все-таки со временем справимся с этим пожаром. Год завершается. В эти дни обычно все подводят итоги. Как бы вы оценили свою законотворческую деятельность за 2020 год? Я уже сказал, что я депутат парламента Якутии от Верхоянского улуса и от Кобяйского улуса. В Верхоянском улусе основная моя программа заключалась в том, чтобы я внес предложение нашему правительству Илдархану, и я обещал свою программу совместить с программой нашего главы нашей республики Айсена Сергеевича. Это программа «Дорога Яна». Очень сложно у нас с дорогами, горные речки очень стремительные, бурные, и поэтому мы всегда очень сильно мучаемся, очень много денег тратим, чтобы хотя бы даже завести продовольствие к нашим северным улусам. И недавно, буквально вот некоторое время назад, мою программу поддержал наш глава Айсен Сергеевич Николаев. Он встретился по своей деятельности, по своей программе с компанией «Прогноз», которая работает в Верхоянском улусе, и было подписано соглашение о том, что программа «Дорога Яна» будет в скором времени работать. Компания «Прогноз» в своем меморандуме уже написала, они согласились по претворению в жизнь программы «Дорога Яна» в Верхоянском улусе потратить 2 миллиарда 60 миллионов рублей. Я очень рад, что я как депутат от своего Верхоянского улуса с мертвой точки вот эту нашу работу, чтобы у людей Северного улуса была дорога, начал, хорошо, нормально, я удовлетворен. По Кобяйскому улусу мы уже разговаривали, что моя программа как депутата нашла отражение, и в моих законотворческих инициативах в инвестиционный бюджет вошли очень много наших пожеланий, чаяния жителей наших улусов. Например, в Верхоянском улусе будет строиться школа в селе Сайды. Инвестпроект, первые наши шаги уже вошли в наш закон о бюджете. И я очень рад и доволен, потому что школа в селе Сайды Верхоянского улуса строится уже более 30 лет. И никто не может сдвинуть с мертвой точки. Сегодня дети там учатся в бывшем здании склада Райпотребсоюза. А по Кобяйскому улусу мы уже начинаем строить несколько школ, несколько садиков, начинаем строить 2 клуба, дома культуры, которые в основном вошли в программу нашего главы
Арсения Сергеевича, и некоторые объекты наши уже законодательно вошли в инвестбюджет Республики Саха-Якутия. Михаил Ильич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго и с наступающим Новым годом. Ну, я тоже хочу, используя вашу передачу, с наступающим Новым годом поздравить жителей Верхоянского улуса, Кобяйского улуса и жителей всей республики. Самое главное, будьте здоровы, не болейте. Это была программа «Актуальное интервью», и гостем нашей студии был российский политик, депутат Государственной Думы 5-го созыва, депутат Госсобрания Илтумен Михаил Хеверстов. Берегите себя. В общественных местах обязательно носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию, как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.